Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Забыть такое – это самое страшное. Когда первые добровольцы, когда я их увидел... В Гудауте, где располагался штаб Конфедерации народов Кавказа, прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню добровольца. В Абхазии находятся юные футболисты из Херсонской области и Донецкой Народной Республики. После насыщенных игр для спортсменов был организован выезд на природу. Подопечным фонда Ашана Анисе Александру и Ливону предстоит годовой курс восстановления. Ему нужна наша помощь. 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. На второй день грузино-абхазской войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с Султаном Сосналиевым. Более 2000 добровольцев участвовали в боевых действиях. 294 из них погибли, защищая Апсна. 51 доброволец удостоен высокого звания Герой Абхазии. До 300 человек награждены орденом Леона. До 700 добровольцев награждены медалью за отвагу. 9 человек орденом Мужества. В Гудауте, где во время Отечественной войны народа Абхазии располагался штаб Конфедерации народов Кавказа, прошли памятные мероприятия. Начались они с возложения цветов к памятнику добровольцам, после чего в Музее боевой славы имени Сергея Дбар была организована фотовыставка. В Доме культуры прошло торжественное собрание, где с приветственной речью выступил президент Бадрагунба. Приезжать в Абхазию каждый год 15 августа для многих добровольцев уже стало традицией. В этот день они вместе, как тогда, в далеком 92-м, вспоминают ушедших. В Гудауте у памятника, где когда-то располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа, собрались десятки людей. Почтить память добровольцев, отдавших жизни за свободу и независимость нашей страны, пришли президент Бадрагунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, депутаты, ветераны, матери погибших и, конечно же, добровольцы. Каждый цветок, каждый глоток воздуха в этот день кажется наполненным любовью и вечным обещанием помнить и беречь свободу, завоеванную кровью. Здесь не говорят громко, здесь плачут сердцем, болью, которую невозможно унять. Кавалер ордена Леона Алан Павлов приехал в Абхазию из Адыгеи. Ему было всего 23 года. О своем решении семье рассказал, написав записку. Вначале на Гумистинском были, потом у нас был рейд на вокзал. Потом Гагринское направление, Шромское и Сухуми. В каком батальоне? Пицунский батальон. Что же вело этих людей тогда в пылающую республику? Что побудило их протянуть абхазам руку помощи? Это был порыв души и сердца сынов Кавказа, глубокое чувство братства и справедливости. Председателю чеченских добровольцев, кавалеру ордена Леона Вахиду Керимову тогда было всего 22 года. У него уже было 2 сыновей, но ради идеи свободы и поддержки близкого народа он решился на этот шаг. Решились и приехали в один конец, говорит Вахид, вспоминая те тяжелые дни. В Абхазии уже был его старший брат, а затем приехал и младший. В этот день эмоции переполняют. Это память, которая живет в сердце, не угасает с годами. Сказать честно, вот я зашел в штаб наш, как только туда заходил, такое редко бывает, но у меня эти мурашки пошли. Всех видишь, всех их лица уже перед глазами. Это все вспоминается, это не забывается. И забыть такое – это самое страшное. Пока ты помнишь это все, ты все делаешь для того, чтобы не было беды. Забыть нельзя такое. Поскольку народ будет помнить эти беды, тяготы, войну, войны не бывает. Потому что, я это один раз уже однажды говорил, враг войны – это человеческая память.
Добровольческое движение было многонациональным. На защиту нашей страны встали добровольцы Северного Кавказа, абхазских диаспор за рубежом, а также Юга России и Приднестровья. Когда мы увидели первых добровольцев, у нас словно плечи стали шире. Мы будто стали выше. И в тот момент окончательно поняли – победа будет за нами, говорит вице-президент Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Беслан Беквава. Сегодня для меня это не просто День добровольцев. Это мы даем уважение Дню памяти добровольцев. Потому что это те ребята, которые в трудный момент для нашей страны встали рядом, проявили мужество, героизм, самоотверженность. Я помню, тогда находился в Черноморце, это было уже 15-16 августа уже было, когда первые добровольцы, когда я их увидел, кабардинцы, чеченцы, осетины, многие-многие другие наши братья Северного Кавказа, тогда, казалось, и плечи шире, наверное, стали, и рост выше, и силы добавились. И в тот момент именно я понял, не только я, мы все поняли, что победа точно будет за нами. Добровольцы в Абхазии стали живым символом братства и единства, основанного на многовековой истории союза между Абхазией и народами Северного Кавказа. Это фронтовое братство стало прочным фундаментом для новой дружбы и взаимной поддержки. Ту самоотверженность, их стремление к победе, их воля к победе, оно нашему молодому поколению настолько впиталось, что этот боевой дух у нас сохраняется. И сегодня мы с вами видим, как наши с вами братья, соотечественники стоят на защите своей правды, на защите своей родины и на территории специальной военной операции. Памятные мероприятия продолжились в Доме культуры Гудауты, где состоялось торжественное собрание. Президент Бадрагунба поздравил с Днем добровольца, отметив, что в самое тяжелое время добровольцы протянули руку помощи и вместе с абхазским народом отстояли независимость нашей республики. В Абхазию добровольцев влекли зов предков, зов совести и справедливости. Добровольцы из братских республик Северного Кавказа, Юга России, абхазской диаспоры за рубежом и из других регионов бывшего Союза приняли активное участие во всех боевых операциях Отечественной войны народа Абхазии, как на Западном, так и на Восточном фронте. Ваш подвиг служит примером доблести и братской верности. Сотни добровольцев отдали жизни за свободу Абхазии. Мы преклоняем головы перед памятью героев. Наша безмерная благодарность отцам и матерям, воспитавшим благородных и отважных воинов. Массовая поддержка абхазов народами Кавказа свидетельствует о братских взаимоотношениях и исторической памяти. У каждого из этих людей своя история, но всех их объединяет одно – отвага, решимость, благородство. Я позволю себе вспомнить одно наставление своего дедушки. Будучи совсем еще юным, как-то я ему сказал, вот приходил какой-то дедушка. На адыгейском языке слово «старик» звучит как «старый мужчина». Он состоит из двух слов, и первая часть этого слова «мужчина». И мне дедушка тогда дал маленький урок, говорит: сынок, чтобы стать старым мужчиной, надо в жизни пройти достойно, как истинный мужчина, совершая мужские поступки, будучи достойным, благородным, соблюдая честь. Только тогда, состарившись, ты становишься старым мужчиной. Иначе, если ты прошел другой жизненный путь, ты можешь стать просто старым человеком. Я этот урок запомнил, и люди, которые здесь сидят, достойны именно такого. Это не старики, это старые мужчины, которые прошли благородную жизнь достойно. Сегодня я стою перед вами не как просто осетин, а я стою здесь как сын народа, который знает ту боль, которую вы когда-то испытали. Не понаслышке, а по собственной памяти, по следам слез, пролитыми и вашим, и нашим народом, к большому сожалению. Я осетин, но когда я говорю Абхазия, я подразумеваю Родина. Потому что у нас, у осетин и абхазов, одна общая боль. Одна общая история, которую мы не имеем права забыть никогда. Представитель ветеранской организации Союза казаков Абхазии, казаков-ветеранов боевых действий в Ростовской области, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Самохвалов вручил президенту меч.
Концерт стал настоящим праздником души. Артисты абхазской эстрады и детский хореографический ансамбль «Аураща» и «Адац» подарили зрителям яркие и трогательные выступления. Каждая мелодия и танец проникали в самое сердце, вызывая сильные чувства и воспоминания. Песни, наполненные душевной теплотой и силой, словно оживляли страницы истории, возвращая в те трудные времена, когда добровольцы без лишних слов и просьб пришли на помощь Абхазии. После в Музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбара открылась фотовыставка. Было представлено более 300 фото, на которых многие находили себя. Также здесь показали карикатуры и шаржи, созданные в годы войны абхазскими художниками. Экспозиция продлится до конца августа. Шазина Ханагуа, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. В ходе поездки в Гудауту Бадра Гунба посетила мультиспортивную площадку Гудаутской спортивной школы. Сейчас здесь тренируются около 300 человек, включая детей и взрослых. Покрытие площадки нуждается в замене. Президент поручил вице-премьеру, исполняющего обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарасу Хагба провести инспекцию всех 5 спортивных площадок в Гудауте и предложить план их реконструкции. Глава государства также поручил изучить текущее состояние Гудаутского республиканского стадиона для дальнейшей оценки необходимых улучшений. Конкретно файлик на поїнисто, я хто якщо ахата взіра змо окуптав. І нас шай споцк, я його харимгав халака. Внимание всех информагентств мира приковано к Аляске, где сегодня в 22:30 по московскому времени в городе Анкоридж начнется встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Предполагается, что основными темами предстоящего саммита на Аляске будут мирное урегулирование украинского кризиса и торговый потенциал Российской Федерации и США. В составе членов российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров. По прибытию на Аляску Лавров поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Сергей Викторович, а вы первый раз на Аляске? Для известия скажите, пожалуйста. Первый? Бывал я тут уже. Дональд Трамп сегодня сказал, что в 25% он оценивает вероятность неудачи на переговорах. А какие мы даем оценки? Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткофа. Президент об этом сказал. И Уиткоф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня, завтра продолжим этот очень полезный разговор. Мы связались с нашим коллегой, корреспондентом Russia Today Егором Пискуновым, который находится на Аляске. Он рассказал, что сейчас происходит в Анкоридже. С нами на связи российский коллега Егор Пискунов. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. В эти дни все следят за Аляской. Аляска у всех ассоциируется с холодом, со снегом. Расскажите, пожалуйста, какая у вас там сейчас погода? Вы знаете, здесь на самом деле сейчас считается очень популярный сезон для туристов. Судя по всему, и не слишком жарко, и не слишком холодно. Температура в районе, наверное, градусов 14, может быть, 15. А солнышко, когда выходит, так и вовсе еще теплее. Но климат как-то напоминает дальневосточный климат России, потому что до Чукотки здесь в целом рукой подать. Сугробов здесь нет сейчас, здесь зеленые листья. Мне говорили, что бывают места на Аляске, где летом может быть даже очень жарко. Но чувствуется, что зимой тут может быть довольно прохладно. Расскажите, как добирались до Анкориджа?
Ну, добирались мы достаточно просто, специальным бортом из Москвы напрямую до Анкориджа. Это, наверное, была самая простая часть всего этого путешествия до нынешнего момента. Впечатление произвело то, что когда мы вылетали из воздушного пространства России, то пилот объявил о том, что мы вылетаем из воздушного пространства Российской Федерации и сразу же вылетаем в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки. То есть мы действительно соседи. Понятное дело, что это известный факт, но когда ты буквально вылетая из одного воздушного пространства, сразу же вылетаешь в соседнее другое, и это американское, то это как-то производит, конечно же, впечатление. Егор, где вы сейчас находитесь и почему даете интервью с автобуса? Мы сейчас находимся в военном автобусе на военной американской базе, где будет проходить встреча наших двух президентов. Мы первые россияне, которые в истории когда-либо здесь вообще оказались, но проходим различные проверки безопасности, досмотры и так далее. И сейчас вот уже, наверное, около часа просто сидим в автобусе, на котором нас должны доставить до пресс-центра. Поэтому извиняюсь за такую картинку, но, к сожалению, выйти даже из этого автобуса я не могу. Такие правила безопасности. Как проходит подготовка к переговорам и какие приняты меры безопасности? Аляска готова? Тут сложно пока сказать. С точки зрения организации нашей работы, пока что не могу оценить ее, к сожалению, очень положительно. Я так понимаю, что тут очень много чего происходило в последний момент. Кроме безопасности, с безопасностью никаких вопросов нет. То есть нас круглые сутки охраняло несколько нарядов полиции, но они-то как раз мне и сказали, что они сами узнали о том, что им предстоит дежурить за несколько часов до того, как это их дежурство началось. А в остальном российских журналистов вместе с пилотами, с которыми мы летели, и даже стюардессами, которые летели и нашим бортом, и другими бортами, которые также прилетели накануне из России с официальными лицами, всех заселили в стадион. Спортивный стадион, где разбили такой временный лагерь. Это, понятное дело, не под открытым небом хотя бы, но в огромном помещении разделили его на такие небольшие, как комнатки, но без дверей, а просто занавешенные тканью. И поставили там раскладушки военные. Душ также, соответственно, в раздевалке этого стадиона. Причем мне не повезло найти сегодня горячую воду, какие бы я ни пытался найти. Несколько пробовал душ, и кто-то говорил, что кому-то там вроде пошла все-таки тепленькая, но нас сегодня это взбодрило в 4 утра, когда мы просыпались. Разница с Москвой 11 часов, то есть здесь минус 11, поэтому просыпаться легче, потому что в Москве уже давно идет день, когда здесь глубокая еще ночь. С точки зрения завтрака тоже он меня удивил. Это вызвало довольно бурную реакцию в соцсетях, поэтому, думаю, вам тоже будет интересно. На завтрак сегодня я обнаружил чан с воздухом, я его назвал, просто пустой чан какой-то, какие-то фрукты, немножко мандаринов. И что очень было похоже на салат с тунцом, который был открыт без холодильника, без всего, и стоял там с вчерашнего вечера. Вот. Поэтому с точки зрения организации конкретно нашего визита, тут, к сожалению, не могу дать отличную оценку. Но чувствуется, что очень много внимания уделяется непосредственно главному событию. Это встреча наших двух президентов. И поступают различные заявления из Белого дома, где говорят, что очень ждут эту встречу. И Дональд Трамп заявил, что лично собирается встретить Владимира Путина. Президенты пока что не прилетели на Аляску, но ожидается, что прибудут в течение ближайших нескольких часов. Анкоридж – небольшой город по меркам России и США. Скажите, пожалуйста, кого больше на улицах города, местных жителей или журналистов? Сложно сказать. Местных жителей немного мы видели, потому что стадион, где нас расселили, он находится немножечко в стороне, как бы, наверное, в стороне города, внутри города, но не в самом центре. В центр мы ездили, там были местные люди.
но их достаточно мало. Я думаю, что может быть 50 на 50, но это не точная информация сейчас. Ранее Трамп оговорился, назвав Аляску Россией. Егор, чья Аляска? Ну, Аляска, конечно же, все-таки американская, но была российской. Конечно, тут чувствуется определенное наследие. Есть и православные церкви, много потомков русских, которые здесь остались. Ну, конечно, это уже полностью американизированные русские, то есть это американские граждане, даже многие из них не говорят на русском языке. Но близость России чувствуется. То, что всего там в нескольких десятках километров начинается Чукотка, чувствуется и по климату, и по даже внешнему виду, потому что очень много берез, озера, вот эти вот сопки, вулканы даже есть. То есть в целом картина напоминает очень, как я уже вначале сказал, Дальний Восток России. Но тут мы претендовать ни на что не будем. Аляска принадлежит США. С нами на связи был Егор Пискунов. Егор, благодарим за информацию. На культурно-деловой платформе ГУМА состоялся тренинг по правильному оформлению заявок на конкурс «Созидатели Абхазии». Представитель центра «Гарант» Татьяна Сейфи провела презентацию, обучив участников тонкостям получения грантовой поддержки от Фонда президентских грантов на поддержку общественных организаций. Для желающих поучаствовать в конкурсе организуют проектные мастерские, которые пройдут во всех районах республики. Участников обучат навыкам работы над проектами и правильной подачи заявок на гранты. В зависимости от заявителя определены размеры грантов. У НКО проекты стоимостью не более 5 миллионов рублей, у сельских администраций не более 3 миллионов рублей. Это конкурс социальных проектов. На него могут подать заявки некоммерческие организации, включая бюджетные и муниципальные учреждения, и в нем могут участвовать инициативные группы граждан. Это люди с сельских территорий, их заявки представляет сама сельская администрация. Мы обязательно доедем до каждого района, и в каждом районе такое обучающее событие состоится. И, конечно же, мы готовы по запросу инициативных групп, некоммерческих организаций проводить индивидуальные или коллективные консультации. И на это у нас есть и силы, и специалисты, и глубокое убеждение в том, что людям это будет полезно, нужно и востребовано. Делегация Сухума во главе с мэром Тимуром Агрба принимает участие в торжествах ко дню города побратима Нижнего Новгорода, которому 16 августа исполнится 804 года. Тимур Агрба выступил на международном форуме, приуроченном к этой дате. По словам главы Сухума, побратимство с Нижним Новгородом стало для столицы Абхазии катализатором социальных и экономических изменений. Он отметил, что постоянное сотрудничество осуществляется в форме совместных программ и мероприятий, прописанных в дорожной карте. Среди реализованных инициатив авиасообщения, связавшие два города, а также проведенные в мае этого года Дни Нижнего Новгорода в Сухуме. В эти дни в Угалском районе Абхазии находятся юные футболисты из Херсонской области и Донецкой Народной Республики. В течение последней недели они соревновались и между собой, и со сборными командами нашей страны. После насыщенных игр для спортсменов был организован выезд на природу, где они смогли отдохнуть и рассказать о пребывании в республике. Вместе с гостями на пикник отправилась Аманда Пония. Юные футболисты из Донецкой республики и Херсонской области покорили нашу Абхазию. Турниры уже прошли, они заняли призовые места. Сейчас они отдыхают, неоднократно принимали участие в экскурсиях, бывали в разных городах нашей территории Абхазии. И сегодня у них пикник, на котором мы тоже с вами побываем и пообщаемся с ребятами.
Команды из Донецка и Херсона прибыли в Абхазию 8 августа. За это время они не только проявили себя на поле, но и стали любимцами болельщиков. Ребята также сдружились и с местными футболистами, наладили хорошие отношения. И по возвращению на родину они будут, несомненно, вспоминать дни, проведенные в Абхазии. Я стою между капитанами двух команд Херсонской области и Донецкой республики. Ребят зовут Вадим и Леша. Расскажите, Вадим, как отдыхается в Абхазии? Я знаю, что вы заняли призовые места, да? Пока приехали, Да. приняли участие. Гостеприимные, хорошо относятся, все хорошо. Мы с командой Донецкой республики наладили общение и продолжаем дальше общаться. Ну, было приятно играть с командой. Ну, уже больше половины команды знаем. Хорошо наши хорошие отношения с ними. Ну, надеюсь, будет дальше общение. Приняли нас очень хорошо. В Абхазии очень красиво. Много экскурсий. Каждый день почти у нас то речка, то водопады, то каждый день какие-то новые экскурсии. Очень приятно. Леша, а по приезду чем ты займешься? По приезду, буду рассказывать, наверное, родственникам, как хорошо в Абхазии. Буду желать тоже сюда приехать. Дни, проведенные в Абхазии, были насыщены соревнованиями. В упорной борьбе нашими гостями были заняты призовые места. Ну, хотели занять первое место, так получилось, что заняли второе, а так все хорошо. Администрацией Галского района для юных футболистов была организована интересная культурная программа. Участники посетили достопримечательности восточной части Абхазии, посмотрели знаменитые Тхорчальские водопады и прогулялись по набережной Ощемчиры. А в выходные дни они поедут на озеро Рица и обязательно спустятся в Новофонскую пещеру. Во время всех выездов их сопровождают сотрудники милиции. Между главой администрации Гальского района Константином Эдуардовичем Пеле и генеральным директором фонда «Моя родословна» Иваном Кольновым была договоренность об обмене спортсменами. К нам приехало 2 команды с Херсонской области и с Донецкой Народной Республики. Помимо этого, в нашем лагере еще принимают участие местные ребята. Они уже подключились, они сдружились, обменялись контактами. Их дружба усиливается, и, я думаю, в дальнейшем только будет укрепляться. Такие встречи способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между молодежью Абхазии и России, убеждены капитаны футбольных команд Херсонской области и Донецкой республики. А кроме того, для юных спортсменов из регионов, где непростая ситуация, это возможность немного отвлечься от суровой реальности и отдохнуть. У вас была война серьезная. У нас она продолжается. И когда нам наш директор сказал, что есть вариант поехать в Абхазию, мы с удовольствием к братьям поедем, сыграем. И самое интересное, что многие дети не были в Абхазии. Посмотреть на вот это, вот у меня мурашки по телу, когда мы поехали на водопад, на это все. Дети очень рады, дети довольны. Плюс турнир на высоком уровне. Подстригли поле. Нас просто за нами вот так вот ходят по пятам. Вы знаете, я немножко больше скажу. Мы были в Адлере. Ракетная тревога. Когда мы сюда ехали, объявляется ракетная тревога. Все бомбоубежища. Наши дети идут спокойно. К этому привыкнуть тяжело, но они привыкшие. А здесь не стреляют, ничего. Поле, футбол, люди замечательные, все здороваются, все Какие могут быть вопросы? Это просто шикарное все. Я думаю, вполне достигли этой цели. Очень хороший, я так назову это, проект. Мы подружились, узнали вашу культуру, узнали ваших людей. Все прекрасно. Надеюсь, вы приедете к нам узнавать нас. Но за время проведения турнира я скажу, что очень сдружились с донецкой командой, с вашей командой. Просто все хорошо.
Завершается лагерь 18 августа, но на этом дружба молодых спортсменов Абхазии и России не заканчивается. Сильнейшую юношескую футбольную команду республики уже ждут на турнире в Подмосковье. Аманда Пония, Нарсоу Цугукия, Абхазское телевидение. Фонд Ашана открыл сбор для 3 своих подопечных с детским церебральным параличом. Стоимость годового курса реабилитации на всех составляет 1 миллион 235 тысяч рублей. О том, как Анита Харчилава, Александр Калайджан и Левон Папазян справляются со своими недетскими трудностями, в материале Айлиты Рутюнян. Анита Харчилава, Александр Калайджан и Левон Папазян – дети, которые, вопреки своему диагнозу, продолжают смело двигаться вперед. Несмотря на трудности и преграды, у них есть мечты, которых они очень хотят достичь. Александр прошел множество курсов лечения и обследований. Это дало ему возможность сделать первые шаги в борьбе с болезнью. Он любит музыку, играть на синтезаторе и, конечно же, знает, что будет делать в будущем. Я люблю музыку. Кем мечтаешь стать? Музыкант. Занимаюсь на синтезаторе. Во-первых, и колени выровнялись фактически так. Но сейчас в данный момент нужны ему ортезы тоже. С ортезами, я думаю, что, наверное, он более четче выравнивает их. Устойчив, да, вот, именно в ортезах. Ну, так и рука работать стала хорошо. После операции руки он начал уже рукой играть. Вот левой рукой он не играл на синтезаторе, вот сейчас начал играть. Есть прогресс по реабилитации тоже, по операциям тоже. 3,5 года Анита перенесла операцию на связках. После этого она начала есть самостоятельно, двигаться. Мечта Аниты – пойти в школу и заниматься творчеством. Помимо этого, она очень любит плавать. Я хочу пойти в школу. Ну, мы пишем, читаем, и вот это мне нравится. За это я хочу туда пойти. Нам это летом всегда нравится с тетей плавать вечером. Ходить на море, плавать. Потом мы вечером приходим, сидим с маленьким братиком, пока тетя моя не придет. Я хочу стать художником, потому что люблю рисовать. Левон, как и другие дети, родился с диагнозом ДЦП и с самого детства сталкивается с непростыми испытаниями. Он продолжает бороться с болезнью вопреки всем сложностям, но для того, чтобы улучшить двигательную активность и укрепить свои силы, ему тоже необходимо пройти курс восстановления. ДЦП – это неврологическое заболевание, обусловленное непрогрессирующим повреждением или аномалией головного мозга у плода или новорожденного ребенка с развитием нарушений моторики и поддержания позы. Мы сотрудничаем с восстановительным центром ДАР уже не 1 год и видим качественные результаты, видим, что здесь работают специалисты высокой квалификации, есть результаты у наших подопечных после проведенных курсов реабилитации. Уверены, что данный курс годовой даст необходимые результаты, и дети постепенно будут восстанавливаться после проведенных операций. Обращаемся в очередной раз к тем, кто нас слышит, видит, принять участие в сборе средств. Уверены, что поддержка будет оказана. Спасибо. Дети проходят реабилитацию в восстановительном зале ДАР. Они с удовольствием выполняют разнообразные упражнения, ожидая следующего занятия. Ну, рекомендовано прохождение физиотерапии поначалу, далее ношение ортезов для того, чтобы закрепить проделанную работу, и после уже мобилизация нижних конечностей. Это такие специализированные, дозированные, комплексные движения. Мы видим результаты. Это такая взаимообразная работа, когда пациент проходит с надеждой, и когда ты ему помогаешь. Но нужно понимать, что тут фаза патологическая, и это не решается 1, 2 или 3-дневным курсом. На все нужно время. Каждый может нести свой вклад и подарить этим детям шанс на обычную жизнь. В наших с вами силах помочь им. Самый простой способ – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте фонда. Айлита Арутюнян, Рамукамкия, Абхазское телевидение. Министерство культуры объявляет о проведении конкурсов на лучшие проекты памятников народному поэту Ио Когоне и второму президенту Абхазии Сергею Багапш.
Памятник Юо Когоне установят в Сухумском сквере, названном его именем. Прием заявок продлится до 15 сентября. Памятник Сергею Багапш планируют установить перед зданием администрации Очимчирского района. Конкурс продлится до 2 февраля следующего года. И в завершение выпуска информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 16-18 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.